Ассаламу алейкум, азиз Тирбалая. Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости, участники нашего мероприятия. Действительно, сегодня у нас замечательная встреча, необычный урок. Как нам известно, ребята, ежегодно 10 октября в Сулейманстайском районе отмечается День родного языка. Пожалуй, это огромное познавательное событие в жизни лезгинского народа. Кроме того, буквально вчера, 21 октября, в республике уже несколько лет отмечается как День дагестанских языков и культуры. Что удивительно, сегодняшний наш урок совпал с такой хорошей знаменательной датой. 22 октября – День лезгинского флага. И еще наша республика в этом году, ребята, отметила свой 100-летний юбилей. В связи с этими датами, в рамках этих мероприятий, сегодня мы с вами проводим интегрированный, то есть межпредметный урок. Ваше внимание на экран. Что такое интегрированный урок? Это тоже самое учебное занятие, ребята, на котором тема рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких предметов, нескольких дисциплин, с использованием внутрипредметных связей. И, конечно же, на сегодняшнем бинарном уроке, то есть совместном уроке, мы покажем вам взаимосвязь и взаимодополнение родной литературы с русской литературой. И, конечно же, такого характера уроки предоставят вам широкие возможности развития познавательной деятельности вашего потенциала интеллектуального, расширит ваш кругозор и, конечно же, повысит интерес в целом к учебе, а в частности к литературе. Продолжит нашу тему учитель родного языка и литературы Сефербек Магомедович. Yani balaya diğer çalani, uruş çalan edebiyatin ortak ders kılefide. Абурун арада алакайри качна кыз баяна арбуда. Ребята, эпиграфом к нашему уроку в целом служат такие прекрасные строки народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. «И смутно слыша звук родимой речи, я жива, и наступил тот миг, когда я понял, что меня излечит не врач, не знахарь, а родной язык». Молодцы! Чалхых лезгия, чилхых лезгия, лезги макамни кюлхых лезгия. Дорогие друзья, на нашем уроке участвуют учащиеся 8 класса в 2 командах. Знатоки русского фольклора и знатоки родного фольклора. Yani Dide Çalan Folklor'in Ustalar. Давайте предоставим им слово. Вам слово, пожалуйста, знатоки фольклора. Кез хош келди мухмана. Давно мы вас ждали, поджидали. Урок без вас не начинали. У нас для каждого найдется и местечко, и словечко. Молодцы, ребята. Спасибо. Аяла, киликун балая экронодис кыз ана уча козу. Ана козу азат кева кахкалас алакалу ижет. Лемо. Çifikeni folklor kazan. Hakikat söz ina folklor di talık taraf kozu аяла. Tarihtir koz talık, adet tarikal ina kozu. А у меня возникает такой интересный вопрос. А что такое фольклор? Кто скажет мне, пожалуйста, Зюрия? Фольклор – это народная мудрость. Я солидарна с тобой, конечно. Мудрость, ребята, это ум. А на самом деле фольклор – это глубокий ум народа. Диде Çalan folklor учат недовомар кид балая. Так Абду. Фольклор – халк дюсивин ярат мишунария. Hakikat da folklor halk nisbini yaratmışlar. Lezgiri devletli folklor var. Adak yeke yaşava.
Adaldiçi halk damak yiyeceği, folklor büzgük din zaten. Folklor da çöz bilikan mili halk din adeta. Lükün karagon, derger vagama, kler vajuga, layık bu bilir eski küler bazı. И бурвери чирхает Оксания. Учезлагайта алта курдас чандин кадир жедач. Гилан аям чирхун патал, великан аям да учканата чирханат анда. И гафар балаяр час, орус ритуар мова, зурба писатель Максим Горький делгает бурья. Ребята, а кто скажет мне, из какого языка пришел к нам этот термин, фольклор? Хадича, пожалуйста. Слово фольклор пришло к нам из английского языка. Так, молодец, умница. Действительно, ребята, это слово фольклор, международный термин, был введен в науку в 1846 году английским ученым Вильямом Томпсоном. А давай-ка подберем синоним к этому слову в русском языке. Пожалуйста, Емеля. Синонимом является словосочетание «устное народное творчество». Так, словосочетание «устное народное творчество». Лезги чалалдичева, чидиде чалалди фольклор сихтин синоним жавурежеда. Олеся. Халк дин митсин ярат мишунар. Кто такой фольклорист? По словарю какое толкование? Пожалуйста, кто скажет мне момент? Фольклорист – это собиратель фольклора. Собиратель фольклора. А с точки зрения науки, фольклористика что означает? Что за наука, Габиб? Это наука, изучающая фольклор. Так, спасибо, правильно. Учитывая, ребята, что сегодня вы школьники, давайте угадать, о каком фольклоре пойдет наша речь. Кто скажет, кто смелее? Ахмат, пожалуйста. Как я понял, мы будем говорить о детском фольклоре. Всего лишь о детском. А как вы думаете, Секфер Магомедович, знатоки родной литературы что скажут? Балая, чала эдебиятта фольклор хизвайди уже. Düzyayalar, barkala, halk yazı. Nidal markayda, uж patoldi, yaratmışsa folklor. Fatima? Халк дин сивин ярат мишунар, хам чахи буроз, хак қочи буроз не хасия. Barkala, aferi, hakikat hak yazmaya, halk diye sivi yaratmışlar. Niye ki sabıçı buruz, hak çeşi buruz diye gerekiyor. Çünkü adetro, tarihto, amalum konzvadi. Замечательно, ребята. Итак, мы с вами пришли к такому выводу, что фольклор народа и в русской, и в родной литературе имеет одинаковое сходство. Литературное художественное совершенство сделало фольклор любимым и популярным жанром всем людям. Вы согласны со мной? Так, молодцы. А вот сейчас такой интересный момент урока, да, можно сказать, итак урока. Наш сегодняшний урок содержит элементы метапредметного занятия. Я уверена, что вы затрудняетесь в этом направлении. И еще раз я вам напомню, что такое метапредмет. Метапредмет – это слово, ребята, пишется слитно. Мета – это приставка. В переводе с греческого языка означает «между», «после», вот понятие этих слов. И, конечно же, в чем заключается вот суть метапредметного занятия, вот, я могу объяснить вам проще простого. Вот те знания, которые вы сегодня получите на этом уроке, вы будете применить не только в образовательном процессе, не только в школе, но и после школы, в жизненных ситуациях, в нашей обыденной практике. Вы будете реализовать себя в жизни. Согласны со мной? Так, молодцы. Темой метапредметного занятия, можно сказать, или элементами, я выбрала слова «народ», «язык» и «литература». Ваше внимание на экран. Народ, язык и литература. Исходя из этой темы метапредметной, ребята, мы с вами должны сегодня сформулировать основную нашу тему урока. Согласны со мной? Давай-ка посмотрим, о какой теме пойдет речь. Кто скажет мне, о какой теме речь пойдет? Так, Зюрия, пожалуйста. Вот
будем говорить о фольклоре. О фольклоре. Ну это мало. Кто дополнит мне? Кто дополнит на такие родной литературы? Фольклор ва один яратмышына. Фольклордин эткен бо. Яратмышынарчына хина ачу харзавай бар. Елана. Мектепте урыс вадилитин чолари эдебиятин дарсара. Yüze balaya. Ha ilk balaya çıtarsunin imjeda. Rus vadide çalan edebiyatta folklordin urtak bol. Yani интеграция в литературе. Сефилий Магомедович, вот эту же тему и в русской литературе можно озвучивать интеграция фольклора в литературе, то есть в родной и русской литературе. Гафунин дула, сифтетлер фольклор дисфенва. Так, очень замечательно будет, если мы начнем нашу тему, ребята, с такой хорошей цитаты Максима Горького. Начало искусства каждого слова есть в фольклоре. Ребята, такой вопрос, в каком веке мы сейчас с вами живем? Так, молодцы. Мы живем в веке информационного бума, новейших технологий, цивилизации. И, конечно же, перед нами, педагогами, перед вами, учащимися, встают часто такие проблемные вопросы, как сохранить общечеловеческие ценности, как сохранить нашу культуру, духовную культуру, как нам вернуть наши утраченные традиции, адапты наших предков, и чтобы они вошли в нашу душу, особенно в душу подрастающего поколения. Конечно же, ответ на этот вопрос однозначен только через наследие нашего народа. И огромную роль в решении этой проблемы занимает фольклор. Вам слово, Светлана. Фольклордин эсера халкдин умирдир ва тарихтир кылыз эвелай алакалуя. Хавилай фольклорда халкдин ацукун карагун. Дерди бала, дюня дикай фикира, хияла, адам марифат ва художественный канажар güzgüday хизаквазло. Сагафун олди. Фольклорда час халкдин умирдин жанлушикилар квазло. Ребята, давай-ка вспомним с вами. В школе мы какие жанры фольклора изучаем? Кто скажет мне? Хадиджа, пожалуйста. К фольклору относятся такие жанры, как поговорки, пословицы, былины, сказки, песни и загадки. Так, молодец, умница. А как вы думаете, игры народные, они относятся к фольклору? Да. А вот считалки, наверняка вы с детского сада уже, наверное, все помните считалки детские. Давай-ка вспомним их. Ахмад поможет нам в этом. Пожалуйста, Ахмад. Царь-царевич, король-королевич, сапожник портной, кто ты такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей. Ayala, где чего не дал маркида, их не сабунарчи диквес. Абдул. Раб, гол, экеч, пикеч. Сок, yüz, Леся. Зуни-вуни юлдаша, чанта давай маш-маша, маш-маша чкана, зуни-вуни ккана. Аферин, Баркала. Ayala, холк внимания чека фольклор диктожедан. Hakikaten фольклор диктожедан. Частушки нравятся? Да. Ну тогда давайте послушаем нашу талантливую Евелину. И швец, и жнец, и на дуде и грец говорят в народе, когда мы говорим о таких талантливых детях. Пожалуйста, тебе слово, Евелина. Мой миллионок тракторист, ну а я да Ярочка, он на зуте, я в навозе, боевая парочка. У-у-у. Молодец, умница. Садись. Песни, ребята, бывают они разные. Колыбельные, трудовые, исторические, которые воспевают о жизни наших богатырей. Давай-ка вспомним с вами колыбельные песни. Правильно же? Матери часто пели, обещали ребенку что? Счастье и богатство. Конечно, молодец, Ахмад. Давай-ка послушаем нашу Фатимочку. Колыбельную песню исполнит она. Появил явун, бубадин гül явун, Ekünün bil yavun, Lay lay bala lay lay, şirin bala lay lay, lay lay bala lay lay, şirin
балалай-лай. Молодец, умница. А продолжит Евелина наша. Пожалуйста, Евелина. А баюньки, купим сыну валенки, наденем на ножки, пустим по дорожке. Будет наш сынок ходить, новые валенки носить. Ребята, а вам народные песни нравятся? Да? Так, молодцы. Вот я сама сторонница сохранения наших адатов, традиций, обычаев. Сама увлекаюсь фольклором и, конечно же, с удовольствием исполняю народные песни. И с вашего позволения сегодня я исполню вам песню, и, конечно же, мои воспитанники меня поддержат. И что замечательно, моим аккомпаниатором выступит Лерман Раджабов, ученик 8 класса. Он прекрасно играет на национальном инструменте чунгуре. Пожалуйста, Лерман. Спасибо, что вы поддержали меня, за понимание, за поддержку огромное спасибо. Лерман, песня нас, конечно, вдохновляет, она наша спутница жизни. И мы с вами продолжим наш урок. Сефирбек Малим, если я не ошибаюсь, в литературе, вернее в фольклоре, значительное место занимают эпосы, былины. Давайте, ребята, вспомним с вами богатырей наших, знатоки родного фольклора. Богатырь лезгинского народа. Молодцы. А богатыри русского народа. Илья Муромец. Молодец. Никита Добрынич. Святогор. Они богатыри-защитники родной земли. Правильно? Молодцы. На эту тему Илья Муромец, загадочный герой, продолжит Мамед Алибеков. Он справедливый, храбрый, совершал много героических подвигов за свободу народа. Все его богатырские качества раскрываются в эпосах «Илья Муромец» и «Соловей-разбойник». 3 поездки Илья Муромца. Илья Муромец на соколе корабле. Сефирбек Магомедович, вам слово, что скажут ваши знатоки. Каминат Магомедовна Длахавол, чи фольклорда, эпости чехичка фазу. Чи чехи и гитрка чазъязво шарвили има Длахавол. Шарвили лезгичли абурья, садвол, азадвол потолвичин умир бахшай каси. Шарвили чешне долди, чеховди экю гележек дикай, вичин эрзимон мурадар шухарнава. Ватан диз вахал диз клуговым, харса кастим пактир буржуя. Им шарвилика ярат мишнавай эпостин илин метлебия. Айла кнекюн фикир исяхта и доскади жел баякон, кеса доскадла уже коз, уже на козвади. Так Лерман лахкон. Имам Музамединович Алиев. Акиката имам Музамединович Алиев. Чирайон эхли, чилезги рухо, чи холк дин дамах, чилезги холк дин даях, чи шарвили дин камахтал чонх какас. Шарвилиди мярекати иле қозакас рехбер, яни час малум тирвол хар Иисус ахцеха илефизво шарвилиди сталук арнуа шарвилиди эпости сталук арнуа сувар. А сувар не инки салезги холк дин суваре, ано маса халк арни. Ак Дагустан дава мили халк арни презу. Яни сувар, дуствилин сувар, садвилин суваре. Хавля чина имам Музамудинович кти инсанро хамишон да махсу. Адонтар ада вақтунда чынақ ил хамишонда вине васқаза.
Чушадики час хахти лизги руха аваз конискилигна. Действительно очень трогательно. Сефербек Магомедович, замечательные строки, замечательные слова в адрес нашего земляка, и мы действительно гордимся вот такими людьми. И продолжим нашу тему. Ребята, у меня такой интересный вопрос возникает. Вот, Шарвили, знатоки родной литературы, Илья Муромец, загадочный герой русского фольклора. Что вы нашли в образах общего, можно сказать, общего, что вы нашли в этих образах? Кто скажет мне? Пожалуйста, Габи. Они оба богатыри, обладают могучей физической силой. Ну, это естественно, я согласна с тобой, но мало. Кто дополнит? Пожалуйста, Хадиджа. Они проявляют такие качества характера, как мужество, бесстрашие и преодолевают все трудности. Мадуш уже бегала и гитва качени, уж уже бегала. Лахла этим. Шарвили, им хакса пастуш, им халдин халис арха, даяхтис кастис бахшнава, мизергугим юндюгу мания. Hakikaten yazılamı ya, bezgi halkın gim yazıyor, hündürgümani yazıyor. Şarvilidin turgalı paypane, çarha, pat kanı fiday. Adan haraydin van kayılı, duruşmanar, rik avat merekiday. Çaz aylar, malum ki ihti avazı misal lezgi halkdi. Yani iki tarih edaşlahana, Abrahamişonda halkdir kalaz amuqdu. Hakikatta hak yazınıyor, Şarvilidin Шарлиди камат хамишондачи рикера амозу. Шарлиди час виситуна. Нилгуд эла хихти виситуна час Шарлиди. Фатима. Зичил, зихал, кюнмуз кеве хатайтани. Атана акозна зи сурунхиве. Харай пудра лагана. Шарвили, шарвили, шарвили. У меня вот такой интересный вопрос возникает. Ребята, можно задать вам вопрос? Вот, самый такой значимый образ, самый интересный образ из двух богатырей. Чей образ, по-вашему, как вы думаете? Шарвили. И вы Шарвили говорите, да, русского фольклора? И вы Шарвили, да? Ну хорошо, это замечательно. Но почему вы так считаете? Ну почему? Почему вы так считаете? Габи, попробуй ответить. Он сын лезгийского народа, поэтому он ближе нам духом. Да, он сын лезгинского народа, поэтому, да, вот вы считаете. Но есть, конечно, уместно вот эта пословица «родной язык – душа народа». Ребята, у каждого народа есть свой язык, который называется родным языком. И для русского народа русский язык родной. Для нашего лезгинского народа лезгинский язык родной. Поэтому вам, наверное, ближе Шарвили. Но будет несправедливо, если мы не будем не так воспевать богатыря русского народа, потому что он тоже богатырь своего народа. Несмотря на какие-то некоторые различия, они оба богатыря, они являются образцами лучших качеств своего народа. Вы согласны со мной? Да. Молодцы. Ребята, вам знакомо имя Владимира Ивановича Даля? Да. Знаете? Вот, пожалуйста, вот здесь тоже портрет его. На экране Владимир Иванович Даль. Он кто? Момент, пожалуйста. Он писатель, лингвист, собиратель фольклора. Собиратель фольклора. А главным трудом является какой труд? Что, как вы думаете, главным трудом Даля? Молодец, Емеля, словарь живого русского языка, в которой вошли все пословицы. Даже у него есть такая хорошая цитата: пословица не сочиняется. Молодцы, она сама рождается. Пословица – ходячий ум народа. И еще такой интересный факт, ребята. Екатерина Великая. Вы знаете, вам знакомо ее имя? Да. По какому предмету истории? По истории, да? Она кем стала? Кто она?
императрицы. Вот что интересно, она занималась фольклором, она собирала фольклор, сама пела русские народные песни. Вот это вообще трогательно. Такие знатные люди, они тоже занимались фольклором. И здесь уместно вот эта цитата Максима Горького: искусство, начало искусства, каждого слова где? Фольклор. Молодцы. Почему? Потому что это ум народа. Правильно? Да. Молодцы. Самыми любимыми жанрами фольклора являются... Хорошо. Так. Ну, я согласна с вами. Почему? Потому что, употребляя их в нашей речи, наша речь становится образной. Мы образно описываем предметы, правильно же? Загадки, они расширяют наш кругозор, влияют на наш словарный запас. Что вы скажете? Сергей Мухаммедович. Ela hakikat tak yazmıyorsa misalar, miskalar, çelizgiç olan folklorda ne yapıyor? Hiç kapazı. Aber çiğol din, rik Allah hol din mesiyeret müşamerkay. Давай-ка посмотрим, как мы любим, как мы с вами знаем наши пословицы. Я вам прочитаю начало пословицы, и вы продолжите. Договорились? Да. Так, молодцы. Счастье – это маленькая птица. Куда захотела, туда и села. Молодцы. Мир освещается солнцем, а человек – знанием. Отлично. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. Молодцы. А вот такая интересная пословица. Кто потерял любимую, тот сколько лет плачет? 7. Серьезно? Да. Вы так считаете? Да. Ну хорошо, я с вами согласна. Кто потерял любимую, тот плачет 7 лет. А кто потерял родину? Всю жизнь. Молодцы. Без родины человек, он не человек. Родина – мать. Следующий этап нашего урока называется творческая мастерская. Где вы будете обе команды работать, обмениться мнениями, опытом, поделиться, выручать друг друга, правильно же? Помогать друг другу. Недаром у нас гласит такая мудрость: друг познается в беде. Так, я вам передаю слово, Сергей Магомедович, пожалуйста, знатокам родной литературы творческие задания. Объясните. Ela достаточно как вас яrat международный олах тоже. Сейчас малым тирвол предистет олас сейчас. Знатоки русского языка и лезгич алон устадарни. За лезгич алон устадарис яrat международный олах тоже. Ela мехери тема качет, мехери адета кай, мехери жанры ela yazı сейчас фольклор дига касвали. Аман чирик алар жанры каса, шаб жанры. Авля садла яrat международный олах ихтинижет балая. Диккати безазьябсе. И два великти социалус фида вахтонда кавумри потом баглама диктуно сашет худа. Эген кавумри хаше чпик оле туна, чпик оле хахти шек туна рахкур курта баглама, рекахтун курта кавуман. Имлаха гафтир, яни руш гуду, яни разив лишонтир. Исят к садлаха олах жазират международный олах ела. Уч ха баглама диктун уч ризва имсо предлага снагузвайрат мишне колах кфикир жел поекота даскадис экрандис хано авазво мисалар ела а мисалар кне квад кон яни кешна вахт гузо а мисалар квад кон потолди вот декади вахтунда кне кидестеди а мисалар квадно вот мисалавано аборлуду. Знатокам русского фольклора, пожалуй, я дам задание на интеллектуальный потенциал, на творческое размышление. Договорились? Так, первое задание, я вам раздам карточки, пожалуйста, вам хватает вот карточки вам. Первое задание, я вам прочту, внимательно слушайте. Где это? Сел однажды Карим уроки делать. Перед вами текст.
полчаса ручку искал, потом, казалось, он сам задачник пропал неизвестно куда. Так и не сделал он уроков как следует. А матери пожаловался, что времени не хватает. Какую пословицу напомнила мать своему ребенку? Это первое задание. Второе задание. Ваше внимание на экран. Там у нас плакат «Путаница» называется, да? Плакат «Путаница». Соберите, пожалуйста, вот эти части слов таким образом, чтобы у вас получились жанры фольклора, которые дарят нам только радость. Вы поняли? 5 минут на творческое задание. Работайте. Запишите в ваших тетрадях второе задание. Письменно вам. Суфраты кос рызвади футера. Так, футера. Ne uçlu? Сундукта цинного. Futingen, düz barkala, aferin bana, futera. Pozadye fu inçaz, yüzaz belekatiyaz, yüzon eliyazu, falaçaz. Bahazat avaçnaya var. Falçına hmişon hürmeti zadi. Evla futer hama. Так, это чья рождение была хайла, садла мисал не буду час. Так, Алисия. Жуач ахиаву бармак, жуан жерес хкада. Yüzü balaya, жуач ахиаву бармак, жуан жерес хкада. Так, отсюда это Лерман. Саэк такуна бюркодинер кадач. Саэк такуна бюркодинер кадач. Будла нижего буда Абдул. Сарара қала көрнеудер фунт ұқжыдач. Сарара қала көрнеудер фунт ұқжыдач. Будла қала не буда, будла уж писал тепта. Не буда, агелада. Ханди мили кайбакан улы хафилер. Так, дюз. Так, вадлахади. Так, Hüseyin. Азад ди инсан, азад туши лукия. Azad bir insan ya, azad bir şey oluyor. Yüz yapalaya, aferin, barkala, yüz жива баркала. Знатоки русской литературы вы готовы? Так, давай-ка посмотрим, какую пословицу напомнила мать своему сыну. Кто скажет? Евелина, пожалуйста. Где опрятность, там и аккуратность. Молодец, умница. А вот задание собирать по крупицам эти части слов. Так, кто готов? Пожалуйста, Габи, что у тебя получилось? Давай-ка. Какие жанры получились у нас? Скороговорка первая, вторая игра, третья Так, игра. хватит. Дальше кто? Момент, пожалуйста. Загадка, сказка. Так, еще кто продолжит? Кто продолжит? Пожалуйста, Ахмат. Небылица и потешки. Частушка, небылица, да? Считалка, сказка. У вас какие жанры получили? Какие жанры? Ну, конечно же, они дарят нам что? Радость. Радость. Мы получаем от них удовольствие, правильно же? И вам слово, Сергей Магомедович, итог надо подвести нашим творческим работам. Пожалуйста. Ела, творческий полахтин тиже аркадычна ела. Не творческий полахтин чизакозки, командани, дестени Галиб хана, аферин кез баркала, çok sağ ol. Kız signa ina полахта пега ила кудис хана. Значит, на кез кметар, вот кметар гуза и яратушни полахта. Так, ребята, сегодня мы с вами говорили, конечно, о наших традициях, обычаях, об истоках наших, о прошлом. Конечно, у нас гласит такая хорошая мудрость: без прошлого нет настоящего, без настоящего не будет будущего. Это цепочка связана. Мы с вами должны уважать наши традиции. Мы воспитываемся на традициях, правильно же? Согласны вы со мной? Да. И нам надо подвести итог в целом уроку, но прежде чем приступить к работе, мне хотелось бы напомнить вам американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Вам знакомо его имя? Пожалуйста, ваше внимание на экран. Эрнест Хемингуэй, американский писатель. У него есть такая философия хорошая, да? Принцип айсберга называется. Его философия называется принцип айсберга. Вы знаете, что такое айсберг? Знатоки родной литературы.
Кадей Каева, по какому предмету вы изучаете? По географии, правильно же? Ну, здесь секрет писателя в чем заключается? В чем заключается секрет? Он сравнивал в целом литературу, в частности фольклор, с айсбергами. Вот это интересный факт. Почему? Обратите внимание, кто скажет мне, пожалуйста, Ахмад? Что большая часть айсберга находится под водой, а маленькая часть находится наверху. Это нужно много читать, пересказывать самому себе и так далее. Да, ну вы согласны с Ахматом? Согласны? Так, молодец, умница, он правильно говорит. 7/8 находится под водой. Мы видим только поверхность, значит, айсберга, правильно? Самую маленькую часть. Там правда жизни, правду говоря, но писатель скрывает все тайны под водой, что и литература, правильно же? Чтобы понимать, что там происходит, там образы героев, чтобы их понимать, раскрывать, нам надо читать вот эти произведения, любить, правильно же? Час малум ki час folklor ka gzaf zatar chizvoch. Sombar час ихтин qolaq txonvadia Alibek Fatahov folklor потом потолди Чехуринви писатель, шаир. Вот ахпа эдагаево Чехитир qolaq txonvad. Иначе шкилда козвавал айла Эрнест Хемингуэй лагавал folklor ka chizvad lapt имилиби. Folklor di gzaf pa dular lechre amazmali. Havlachna habur chirkhum потолди. Кевнук ондо холдих калазрафтар вот хонк ондо чирлук онд яни гзав затар холди метират мишуна инсанро агак воч холди арад амазм хама хавля хабур отмо потолди гележекда генан кусонжда эла эген кне күпан кутуната кез ино акозуки экрондо мушлан час Эрнест Хемингуэй фольклордка Фатима Фольклор муркадин каябдив гекиежеда. Час акозадин муркадин дардин сагочи винялай падия. Адан гзав под цинк аняба. Халдин метин эсерарни час винялай акозва. Абурун мана чирхун патал, абур келна чирнак анта. Чув савол баркава эк хакикатта хакиязва келнак ондо чирнак ондо фольклорчна кусон диздирида чирнак потолди. Эла инхешна тарсуни нетижеяк ада вахтни атаму. Асабха суол гуззаки тарсуна köz tarz bir gelmiş kanani, ne tarsuna hiç dinlen fiyat koşunun babaya. Güzel. Час улушва дидеч алан эдебиятика сих алакая чихана. Düz ya, hakikatta, şimdi Urusça olan ne, Lizgiç olan edebiyatta sih alakaya avaz var, sih adetar avaz var, çnabro ama ayız var. Yani şu halkar, Lizgi halkar, Urus halkar var, hakni Dağıstan'da var, veri mini halkar, tutuyor dişemişçezu. Ças sadhti adetar avaz var, çnabro ama ayız var. Allah'sı o evarkez. İtarçına uçist konu, va ümürde am köz gereh bedani. Aleyhisselam Чинача одета арханаканда, вахабне вачеквич, ахибвич, метмонаканда. Düz barkala, aferin. Egençi arada hürmet takata, satsıdız hürmet tavurda, ças hümürde sasatıncarıdaş. Yani hümürçi hak buş yazıfidi. Havla satsıdız hürmet onunkondo, ilaki yaşlı burus hürmet onunkondo, düzü babaya. Budlası ol çekizli köz tasuna. Hayı halk, vatan, didet çal, Жвоз анзавайда калурун поток не учун онда балая. Не луда. Элада. Стен стечу дечала раханаканда, барла ата ирсфанакава. Düz ela. Arsa kasti vajibuasi failika sadezvo dideç alol rahon. Egen çuna dideç alol çurahon tiyiskan kayıta çiçal koktu. Yani gelecek de milletin koktu. Havla çuna arsa kasti Çiçala sürmet olun konu. Budu ki çalma konkreti, halk namoldu. Şuna umut izi ki kü akol zvanesi kne çiçala kamin fiyat kaçuda çal gehen şar genani hado kolakta yani hukun devlet lukan kayıtla çal hado arxaz ihati babaya. Gilzat masa ihtisi ol gozgumaza eva. İta suna kez masa predmet rehkalas. Alaka akunan hiç ne alaka yara masa predmet rehkalas. Şuna tarz al tarzı gibi. Tak ne oldu? Tak Aleyhisselam hiç de predmet rehkalas alaka akunan tarzına.
Иш Аллах düz, матихти Фатима, История дихалась. история дихалась, тарих дихалась новозло, Hüseyin, матих дихалась, География дихалась. география дихалась, Кремембею, düz балая. А мы же синоним нашли к этому слову. С каким языком? С русским языком, конечно, с русским языком. Молодцы, ребята. Ребята, достаньте ваши дневники, отметьте, пожалуйста, тоже ваши домашние задания. У нас будет вот интересное домашнее задание. И на лезгинском, и на русском на тему «Народ жив, пока живы язык и традиции». На лезгинском напишите, пожалуйста, эссе. Это вам домашнее задание. Подведем итоги нашему уроку. Вам спасибо большое за участие на уроке. Спасибо нашим педагогам, коллегам, что приехали к нам. И завершить мне бы хотелось сегодняшнюю нашу встречу опять-таки стихотворением нашего земляка Сажидина Саид Гасанова. Читает Евелина Алисултанова, победитель всероссийского конкурса «Язык Победы». Пожалуйста, Евелина, тебе слово. Унханвата, эгер лезги деди, адвоз чау, нех язган мохуралай, эгер фахом, извата келледи, ич аватун, дюз душ, яргастаралай. Чирыш воз, амай верич аларне, хаетер чал, алудми рекелай. Хол тайтани рекет цар валарни, алудмиржу, умир dündüz рекелай. Айып душне, чал чирта унди деди, эгер лезги язхан вот аунди деди. Черновашта, река ханмана дедин, сачалуз, ван идеви келледи. Лохоз вахи, зон шехерта хаидя, заздидя чалара хас чирханач. Вун, лезги кас яз хаидя, ваз, лезги чал ватан ханач. Хариб лухта, ватан реквел хпеда, ада кадир чирчада, сакус геч хаила. Яшами шум жуан лезгею кеда. Чирчада воз, сакус чакhi хаила. Лезгич алал, ашухан майкас язон, амзи диде, бубо вахнис тхайо. Садалахти, бахтарган майкас язон. Лезгич алзаз, зи тарихни архая. Спасибо. Çok sağ olun bana balaya azizdir, balaya tekne tarzında iştirak kurdu. Biz hamisha da çok içi şkola diye var.